Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем работать с нашими моделями, которые мы делали на прошлых уроках. Мы начинаем уже с вами стадию работы с материалами, а также на последующих уроках мы уже будем проходить новую тему по текстурам. То есть модели, которые должны выглядеть похожими на настоящие, обязательно должны иметь текстуры. Но об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас мы с вами начинаем подготовку к материалам. Да? У нас уже есть все нужные нам модели. И первое, что мы должны с вами сделать, когда мы начинаем настраивать материалы, это мы начинаем с настройки света. Свет мы настраиваем и видим обязательно вот в четвертом кругляшке, да, в режиме шейдинга просмотра, Viewport Shading, у нас четвертый кружочек, который находится наверху справа, показывает нам, как будет наша модель выглядеть со светом. В данный момент сейчас у нас есть только один источник освещения, который, в принципе, у нас может имитировать лампу. Это и есть источник света лампа. Мы можем зайти в его настройки и поработать с такими параметрами, как цвет, допустим, сила и так далее. Можем поменять тип, да, света. И надо заметить, как бы для себя видеть разницу этих источников света. Сейчас у нас сила 1000, давайте ее увеличим, попробуем на 1500. Кстати, мы можем давать ему небольшой совсем оттенок, допустим, теплый, да, или холодного цвета. Но это уже как бы на ваш вкус. Обычно, да, источник света, он бывает делится на теплый, холодный, чтобы у нас был эффект фотографии. Мы пока в это углубляться не будем, у нас будет белый источник света. Мы также можем использовать еще дополнительный источник освещения, но с наименьшей силой, чтобы мы могли, допустим, работать с тенями и освещать тени, которые находятся, например, сзади, чтобы они не были такими, допустим, темными, да. Ну, конечно, надо это вот аккуратно, вот, допустим, с этим источником освещения, вот он, и без, да, то есть видите разницу. Здесь вот у нас тени более светлые, а здесь они очень жесткие, темные тени, но при этом, когда у нас один источник освещения, мы должны вообще следить за светом, чтобы не было пересвета. Когда у нас, допустим, источник света хоть и один, он может быть очень сильным, вот, да, допустим, здесь слишком белым, да, и должны все равно тени быть. Благодаря теням все равно появляется работа вообще без теней, работа будет выглядеть нереалистичной, она добавляет реалистичности, то есть наш глаз привык видеть тени, они есть всегда, может, мы неосознанно не подмечаем для себя, но любой предмет в жизни, в настоящей жизни отбрасывает тени. А вот 3D-программы, они вот движки и так далее, которые используются для рендера, они именно имитируют физические законы мира, да, то есть отражение, свет и так далее. Поэтому источник освещения — это очень важный момент, который обязательно вот должен быть. Следующее, мы начинаем подбирать с вами материалы, подготавливаем наши материалы, даже пока, может быть, сейчас они без текстуры, но мы все равно должны сделать некие заготовки наших материалов. Первый объект — это у нас нижняя плоскость. Эта же плоскость, она будет потом служить нам деревянным полом. Мы поэтому так и назовем материал wood, и пусть он будет, допустим, light или dark. Давайте dark. То есть это будет темное дерево, которое мы используем на полу. Мы можем отметить его уже сразу цветом, чтобы было понятно, что за материал здесь примерно будет. То есть здесь мы поставим
материал дерева, пусть он будет такой немножко темненький. Здесь мы создаем тоже новый материал и назовем его Wood Light, то есть мы сделаем его более светлым. То есть у нас будет дерево, но оно будет такое светленькое. И пусть такой же материал будет на столе. Если мы работаем уже, допустим, с материалами, которые уже есть, второй раз их создавать не надо. Поэтому, так как мы уже с вами работали вот с этим деревом, мы здесь просто открываем в списке вот через этот кругляшок Wood Light, и видите, мы перекрасили наш объект. Ну и, естественно, выдвижные ящички, они должны быть тоже Wood Light. Но здесь есть одно но, у нас есть ручки на выдвижных ящичках. Они должны быть все-таки не деревянными. Скорее всего, мы добавим еще один слот и новый материал, назовем его металл, да, то есть он будет металлическим, будет он, ну, может, белого цвета, но с металлической поверхностью. Но мы что сделали здесь? Мы сейчас его не применили. Мы обязательно должны выделить те фейсы и взять этот металл и обязательно сделать assign, иначе ничего не будет. Ну все, получается, тут у нас уже что-то есть, заготовочка. Идем дальше. У нас есть фоторамка, она тоже может быть сделана из дерева, пусть она будет тоже из темного дерева, так же как и пол, чтобы не сливался со столом. И дальше уже у нас идут материалы для компьютера, да. Также мы берем монитор, например, создаем новый материал и называем его, допустим, грей, то есть у нас компьютеры обычно такого, либо бывает светлый, белый, но чаще всего они бывают такого черного цвета, даже такого серого. Возьмем этот грей, и вот у нас есть уже цвет нашего монитора. Чтобы не делать работу тоже заново и заново, мы также используем библиотеку нашу, да, материалов. Также перекрашиваем объекты, просто выбирая просто ищем нужный нам материал. Итого у нас получилось, объект имеет материал, и здесь у нас еще остались карандаши и пенал. Мы их уже немножко по-другому сделаем. Это сделаем на следующем уроке. Пока на этом все. Всем спасибо за внимание.